Необитаемый остров. Жил-был мальчик по имени Артем. Он очень любил вечернее время, когда дома становилось тихо. На кухне переставали звенеть посудой, а в его комнате зажигался маленький теплый ночник. Но больше всего Артем любил одну особенную минуту, когда папа садился рядом с его кроватью, открывал книгу и говорил: «Ну что, капитан, куда отправимся сегодня?» В этот вечер папа принес большую книгу с картинками. На обложке были нарисованы море, пальмы и лодка. «Сегодня у нас история про необитаемый остров», — сказал папа. Глаза Артема сразу загорелись приключениями. Папа начал читать. В книге рассказывалось о смелом путешественнике, который попал в шторм, потерял корабль и оказался совсем один на далеком острове. Он строил шалаш, искал пресную воду, разводил костер и учился жить среди волн, ветра и птиц. Папин голос звучал тихо и ровно, как морской прибой. То чуть громче, то совсем шепотом. Артем слушал и сам не заметил, как глаза его закрылись. Очнулся Артем на теплом песке. Рядом тихо шуршали волны, в небе летали белые чайки, а неподалеку покачивались высокие пальмы. «Где это я?» — прошептал он. Он встал, отряхнул колени и огляделся. Вокруг действительно был остров. Настоящий необитаемый остров. С берегом, камнями, ракушками и густыми зелеными зарослями. Сначала Артему стало немного страшно. «Я один», — сказал он с дрожью в голосе. Но потом он вспомнил, что папа читал в книге. Если не паниковать и все делать по порядку, можно справиться с любыми трудностями. Артем глубоко вдохнул морской воздух и сказал уже увереннее: «Так, сначала надо все проверить». Он решил быть не просто мальчиком, а настоящим маленьким исследователем. Первое дело — пресная вода. Ведь морскую соленую воду пить нельзя. Артем пошел вдоль берега
и вскоре услышал тихое журчание. За кустами он нашел маленький ручеек. «Ура! Вода!» — обрадовался он. Он напился прохладной воды, и ему сразу стало веселее. Второе дело — укрытие. Ведь на каждом шагу его могут поджидать дикие звери. Солнце поднималось все выше, становилось жарко. Артём вспомнил, что путешественник из книги делал укрытие из веток и листьев. Он собрал длинные палки, большие листья и построил небольшой шалаш между двумя камнями. Получилось не идеально. Одна ветка все время съезжала на бок. Но Артём только засмеялся и сказал: «Ничего, капитан Артём учится». Когда шалаш был готов, в нем оказалось очень уютно и прохладно. Третье дело — сигнал о помощи. «А вдруг меня кто-то ищет?» — подумал Артём. Он выложил на песке большими камнями слово «Помогите». Потом подумал и добавил рядом огромную стрелку к своему шалашу. «Так даже лучше», — решил он. В этот момент сверху раздалось «Карр!». На пальму сел большой яркий попугай с красным хвостом. «Привет! Привет!» — неожиданно повторил он. Артём удивился, а потом рассмеялся. «Ого! Ты умеешь говорить?» Попугай наклонил голову и важно сказал: «Привет, капитан!» «Тогда будешь моим помощником», — сказал Артём. «Видимо, ты тоже заблудился. Я Артём». «Тям! Тям!» — радостно ответил попугай. С этого момента Артёму стало совсем не страшно. День на острове был полон маленьких открытий. Они с попугаем искали красивые ракушки. Смотрели, как по песку быстро-быстро бегают крабы. Нашли дерево с большими сладкими плодами. А в тени у камней Артём увидел крошечную черепашку, которая пыталась перевернуться на ножки. «Сейчас помогу», — сказал он и осторожно перевернул ее. Черепашка замерла на секунду, будто поблагодарила мальчика, и медленно уползла к воде. К вечеру небо стало оранжевым, потом розовым, а море
золотым, как мед. Артем сел на песок возле своего шалаша. Попугай устроился рядом на ветке. Волны тихо шептали: «Ш-ш-ш, ш-ш-ш». И вдруг Артему захотелось домой. Не потому, что на острове было плохо. Остров был удивительный, красивый и добрый. Но дома были мама, папа, его кровать, ночник и папин голос, который читает книгу. Интересно, папа уже дочитал историю? Тихо сказал Артем. Попугай посмотрел на него и вдруг очень знакомым голосом произнес: «Пора вставать. Артем, ты опоздаешь в школу». Артем вздрогнул. Это был голос папы. Ветер зашумел сильнее. Пальмы мягко закачались. Волны стали звучать все тише и тише, словно кто-то закрывал дверь в сон. Попугай вспорхнул и крикнул: «Пора домой, капитан!» Все вокруг стало светлым-светлым. Артем открыл глаза в своей комнате. За окном светило солнце, а папа стоял возле кровати и улыбался. «Проснулся, мореплаватель?» — спросил он. «Вчера ты уснул прямо на самом интересном месте». Артем сел в кровати. Волосы у него чуть растрепались, а глаза были большие и удивленные. Папа! Мне приснилось, что я сам был на необитаемом острове. Я нашел ручей, построил шалаш и подружился с попугаем. Папа засмеялся. «Вот это да! Настоящее путешествие!» И знаешь, — серьезно добавил Артем, — сначала было страшно, но потом я вспомнил, что ты говорил мне. Если не паниковать и делать все по порядку, то можно справиться с любыми трудностями. Папа бережно погладил Артема по голове. «Это очень важное правило, капитан». Артем зевнул, встал с кровати и спросил: А можно сегодня дочитать про остров? «Конечно», — сказал папа. «Вечером продолжим». Артем на секунду закрыл глаза и снова увидел небо, море и пальмы. А где-то далеко яркий попугай все еще кричал: «Привет, капитан! Привет!» И с этой улыбкой Артем начал собираться в школу.